Дорогие друзья, всем добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я жду некоторые настройки здесь у меня происходят, потому что я транслирую на несколько каналов. Так, вроде бы пошло. Вроде бы пошло. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Очень рад вас приветствовать всех сегодня. Спасибо, хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши передачи и всех, кто смотрел вчера интервью. Вчера так долго говорил, но я сразу сказал, что это бесполезно. Со мной интервью, особенно в свободной форме. На телевидении мы всегда ограничены по времени. И как-то понятно, что можно чуть-чуть сказать. А так меня очень трудно остановить, поэтому я вчера на 2 вопроса отвечал 2 часа. Сегодня я решил сделать такой, что называется, light-версию эфира. Легкий и не длинный эфир. И рассказать вам об одном из моих самых любимых композиторов, об Эрике Сати, Эрик Сати по-французски, да, его произношение, Эрик Сати. Причем я специально не готовился к сегодняшней лекции, и я не могу назвать себя специалистом в области этого композитора, его биографии или его каких-то жизненных фактов. Я знаю только очень общие вещи, которые я вам сообщу, но его музыка неизменно сопровождает меня. Я очень часто слушал его фортепианные пьесы в любых жизненных обстоятельствах, и меня всегда эта музыка очень здорово возвышала и как-то давала истинное вдохновение. Я помню даже, когда я ездил на машине несколько лет назад, у меня был диск Сати, и я всегда в машине слушал именно фортепианную музыку Сати. То есть это действительно просто потрясающий композитор. Я скажу о нем несколько слов. У него очень трагическая судьба. И это уникально, совершенно не поддается описанию, потому что вся его жизнь как будто была формально в физическом плане бессмысленной. Ему не удалось толком ни признания добиться, он жил практически в нищете, был очень бедным, да, но при этом он писал такую музыку, и сам он ее считал достаточно поверхностной. Если почитать его высказывания о собственной музыке, то это иногда даже мешает прослушиванию, особенно фортепианных пьес Сати, да, но с моей точки зрения он писал действительно великую музыку, великую музыку. Вообще надо понимать, что это композитор, символист, композитор, импрессионист, можно сказать, он был предтечей многих вот этих музыкальных движений, и не только музыкальных, импрессионизма, символизма, сюрреализма, минимализма, вплоть до театра абсурда. Он был действительно одним из основоположников и оказал колоссальное влияние на всех последующих французских композиторов, кто учился у него в какой-то степени, если так можно сказать, и кто просто творил после него, конечно, в первую очередь Дебюсси и Равель. Вот. Интересно несколько фактов. Я помню, что в 1879 в возрасте 13 лет, тогда так можно было, он поступил в консерваторию, но через 2,5 года его выгнали, потому что профессора абсолютно все, как один, говорили, что у этого человека отсутствует всякий талант. Спустя еще несколько лет он снова поступил в эту консерваторию, но опять-таки закончил, сочтя, что ничего не изменилось. Ему не удалось сколько-нибудь больше вдохновить своих учителей. Он ушел в армию, потом из армии вернулся, причем у него совершенно какие-то потрясающие были. Он жил как в мире сюрреализма, как будто он жил не на этой земле. Например, из армии, в которую он пошел, спустя несколько недель он вдруг понял, что это не его. Он ночью лег на холодную землю, простудил себе легкие, подхватил сильное воспаление легких, и таким образом он ушел из армии. Да? Вот. Потом он через некоторое время, в 1887 году, стал жить на Монмартре уже, да, в Париже, и единственным его средством заработка до конца всей жизни была подработка в качестве тапера в кафе, в кабаке. То есть он не зарабатывал профессионально, ни как учитель, ни как композитор, не как-то, он жил в абсолютной нищете. И интересовался в какой-то момент религией, католической религией розенкрейцеров, и даже написал пьесы, мелодии розенкрейцеров и «Сын звезд» фортепианные. Вот. После этого он создал свою собственную религию, приверженцем которой являлся несколько лет. Он был единственным приверженцем своей собственной религии. Действительно, этот человек был совершенно уникальным. Примерно в это же время он написал пьесу «Оживы», который называется, так у него были очень экстраординарные названия, и в этой пьесе нет ни тактов, ни размера, ничего.
Он отличался также какими-то совершенно выдающимися описаниями к своим произведениям. Например, вот я тут выписал цитату к пьесам Досады. Он написал фортепианную пьесу, которая называется «Досады», после некоторых неудачных жизненных опытов, и где он написал «Играть», предисловие к пьесе, чтобы сыграть эту пьесу 840 раз подряд, будет не лишним предварительно подготовиться в величайшей тишине и серьезной неподвижности. Вот таких до недавнего времени, так скажем, 21 века, да, таких описаний не делал никто. Вот. Интересно также, что как в 95 году он получил небольшое наследство, и на что ему удалось издать некоторые из своих фортепианных пьес, но основные деньги он потратил на то, чтобы купить 7 вельветовых одинаковых костюмов, за что его прозвали джентльмен вельвет, дословно, да, и он эти костюмы носил до конца жизни. Он является автором все-таки некоторых балетов, даже одна опера, затерявшаяся, которую он считал, что потерял, но после его смерти ее нашли в его же расстроенном пианино, внутрь он ее просто бросил. Он писал такие произведения с такими названиями, как «Пьесы в форме груш», «Привычка лошади», «Бюрократическая сонатина». То есть это был человек абсолютно с другой планеты, сюрреалист наивысшей степени. При этом, конечно, у него были произведения с нормальными названиями, но относительно тоже «Место для бедняков», например, для хора и органа. Вот. «Три мелодии любви», «Ангелы», поэмы. Но все-таки иногда у него какой-то просвет происходил. Да? Он был знаком с Клодом Дебюсси и Игорем Стравинским, которые высоко ценили его начинания. Но настоящей карьеры Сати так никогда и не сделал, и многие люди не верили, многие из композиторов даже из ближнего его круга, что он действительно абсолютно беден. Но когда после его смерти они зашли в его квартиру, которую он от всех скрывал, там была маленькая комнатушка, 2 расстроенных рояля, заваленных перепиской и потерянными партитурами, 1 шкаф, в котором висели те самые 7 вельветовых костюмов. То есть это человек с уникально трагической судьбой, но когда вы услышите, какую он музыку писал, я вам сегодня сыграю 3 гимнопедии его, вы почувствуете, что у меня такое впечатление, что, знаете, вот человек подсознательно жил действительно где-то в другом абсолютно измерении. Вот он здесь находилось его тело, а душа как будто витала абсолютно. И таких примеров, конечно, так можно говорить о многих композиторах, но Сати это классический пример. Человек, который не мог понять, что он здесь делает, но каким-то подсознательным образом, да, вот как Рудольф Штайнер про Вагнера писал, что этот человек как-то подсознательным образом ухватывал какие-то действительно высшие материи. Вот здесь то же самое, в случае с Сати. Я бы хотел вам представить произведение, с которого вообще начинается основной его творческий путь. Это 3 гимнопедии. Что такое гимнопедия? Вообще, согласно словарю, гимнопедия – это танец в древней Спарте, когда юноши, либо обнаженные, либо просто без доспехов военные юноши, танцевали по особенному случаю танец. Да? Вот. Также в музыкальном словаре, например, Доминика Мондо, мы находим следующее, что такое гимнопедия. Обнаженный танец, сопровождавшийся песней, который по особым случаям танцевали молодые спартанские девы. Существует также предположение, что на эту пьесу повлиял испанский поэт де ла Тур, и есть такое стихотворение, которое использовал тоже Сати. Я его вот как мог дословно перевел. «Наклонные и резкие тени сверкающего потока струились золотыми нитями по полированной плите, где атомы янтаря мерцали в огне, смешивая свою сарабанду с гимнопедией». Гимнопедия как танец. Существует также, конечно же, знаменитый художник Пьер де Шаван. У него есть картина «Молодые девушки на берегу моря», которую также очень любил Сати. И вообще надо понимать, что это такое сочинение действительно философское, сюрреалистическое, но в каком-то возвышенном смысле. Сегодня, если вы в Ютубе откроете Сати гимнопедии, например, да, или гносены, это будет сопровождаться сюрреалистическими картинами, например, уходящая вдаль природа, казалось бы, а на самом деле все это происходит в человеческой комнате. Ну вот такие вот сопоставления несопоставимого. И с моей точки зрения, вот художник, о котором я вам рассказывал, Джилберт Уильямс также, да, один из моих любимых художников, его картины потрясающе подходят тоже под это. Вот. Чем вообще отличаются эти 3 гимнопедии? Здесь в каждой из них свободная, такая очень мягкая, парящая мелодия,
которая сопровождается последовательностями, ну, так называемых септ или нон-аккордов, это не важно вам знать, что это означает, ну, то есть, как будто бы сопоставление тоже несопоставимого, но что приходит к уникальному, производит совершенно уникальный, меланхолический, такой воодушевляющий, уносящий абсолютно в запредельные грани эффект. Также интересно, если вы не знаете, может быть, наверное, мало кто знает, Сати был основоположником жанра так называемой меблировочной музыки. Музыка должна была быть как мебель, как обои. Ее не надо было слушать, это был какой-то мотив, вот как он написал к своей пьесе, о которой я вам рассказывал, да? 840 раз повторять, которую нужно. Вот. Также это была музыка, которая могла звучать в ресторанах, в кафе, играть пианистом, и просто тысячи и тысячи раз повторялся какой-то двух- или трехтактовый фрагмент. Это одна из его безумных идей тоже была. И сегодня очень много, даже в 21 веке, много было таких вот, что называется, перформансов, когда люди на протяжении там, 20 часов действительно играли вот, по завещанию Сати по 840 раз его произведений. Пианисты делали это, сменяя друг друга в качестве перформанса сумасшедшего абсолютно. Вот. И, конечно же, очень важно, что это особенно произведение, и в целом Сати является предтечей так называемой условно атмосферной музыки. Вот мы сегодня можем на различных YouTube-каналах найти много такой, вот я уже рассказывал, музыки, как шум ручья, просто какая-то лютня играет, медитативная такая музыка, да, в которой больше имеет значение сам звук, сам эффект, сама атмосфера, нежели ритм и какая-то музыкальная структура. Вот, конечно, Сати был основоположником этого всего. И вот, переходя, так сказать, к исполнению этих фрагментов, я вот вам хочу сказать, что для меня это действительно какие-то запредельные дали. Это что-то совершенно из другого мира, это какие-то тонкие просто материи, как будто человек вообще не на этой планете находится, а на другой. Я вам сыграю 3 гимнопедии подряд и рекомендую вам очень слушать. Есть прекрасные исполнения разных пианистов, но вот мне очень нравится Рейнбер де Лью, пианист Рейнбер де Лью. Можно обратиться ко мне, я вам укажу. Он играет все фортепианные пьесы Сати. Вот, так что эта музыка действительно уносящая куда-то ввысь. Сейчас я включу свет и исполню 3 гимнопедии подряд. Так, как сделать-то?
Вот это первая гимнопедия, я еще забыл вам сказать, да, о том, что у них написано. Первое «lent et douloureux», это значит, что медленно и тяжело. Вторая, которую я сейчас буду играть, медленно и грустно. И третья, медленно и... То есть первая медленно и болезненно, скорее можно перевести «lent et douloureux». Медленно и болезненно. Вторая медленно и грустно. И третья медленно и тяжело. Поэтому я вот предпочитаю именно медленное исполнение. Здесь играть как бы абсолютно нечего. Можно в любом темпе сыграть. Но вот я вот Рейнберг де Лью люблю, пианист, как играет. Потому что вот это именно медленное и что-то такое, с одной стороны тяжелое, грустное, как вы слышите, но с другой стороны это какой-то зов сверху просто. Переходим ко второй гимнопедии. Вот такая вторая гимнопедия. Они вообще были в разное время написаны. Сейчас будет третья, да, первая и третья сначала, потом спустя 7 лет вторая. Вот удивительно, первая как будто начинается, все было ничего, такое легкое размышление о жизни. Вторая гимнопедия, она просто идет вглубь настолько, насколько возможно. Действительно, это вот человек, я не знаю, что должно произойти, чтобы вообще
писать так, конечно, но это наводит на очень глубокие мысли о смысле существования, как ни крути. Вот вторая, она как бы нас углубляет. И третья, вот с моей точки зрения, сейчас я буду играть. Вот первая, да, дала как бы саму тему, тезис. Вторая углубляет до конца, до какого-то драматизма. Хоть это вся и тихая музыка, но она очень в глубине, очень держит крепко, не отпускает человека. И третье, несмотря на то, что остается этот сюрреалистический оттенок какой-то непонятной дымки, как будто ты не в этом мире, да, должен жить, но она дает какую-то надежду. Третья. Вот играю третью. Вот таким образом, дорогие друзья, заканчивается третья гимнопедия. Представляете, сколько здесь символов, да, у Сати. Вот с одной стороны это картина девушки на берегу моря, с другой стороны это все-таки танец предполагался. Наверняка, если он в таких темпах это мыслил и в таком наполнении, это какой-то очень священный танец, очень глубокий или наоборот скорбный какой-то по какому-то трагическому событию. Но в любом случае для меня, я когда это слушаю, у меня просто такое ощущение, что здесь времена проносятся перед глазами, просто проносится что-то вот течение тысячелетий, какое-то осознавание идет. Это вот, вы знаете, я вот вам говорил о меблировочной музыке, да, его. Это тоже, кстати, Кейдж относил к меблировочной музыке. Вот, хотя это, конечно, я думаю, что не так, да. Скорее к атмосферной музыке можно отнести.
но вот, ну, действительно проносится абсолютно все, как будто он нас заводит дальше, 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 в глубину, в глубину, в глубину времен, и вот так вот вся история, все мироздание проносится здесь. Как это ему удалось так сделать? Причем абсолютно две ноты, что называется, простые аккорды. Вот удивительно, судьба этого человека, которая вся шла наперекосяк и очень неудачно, но которому удавалось вот такие чудеса творить, да. Я почему про меблировочную музыку сказал еще, потому что это можно слушать бесконечно, это можно сесть и вот, ну, действительно несколько часов провести, просто размышляя над этой музыкой, глядя в окно. Это потрясающе дает откровение в плане того, вообще, что человек хочет. Это мой совет. У кого есть вопросы к себе, сесть, посмотреть на восход солнца с утра и послушать гимнопедии. Вот, кстати, дорогие друзья, как я уже сказал, сегодня эфир небольшой у нас, да, такой лайт-версия. Вот, всем большое спасибо еще раз, кто смотрит, очень благодарен всем. Надеюсь, это кому-то действительно интересные вещи. По крайней мере, я сам это делаю с удовольствием. И вот мы в четверг начнем не так интенсивно, как было со страстями по Матфею, страсти по Иоанну Баха. Чуть более подробно пойдем и немножко как бы, ну, не будем гнать. Таким образом, я на 2 недели это разделю. Вот. А дальше посмотрим еще много сюрпризов. Музыки очень много хочется всего показать. Также мы с Артуром Назиуллиным вот новый проект начали. Мы будем вас радовать песнями Брамса, да, вот в переложении для кларнета. Поэтому следите за нашими обновлениями. Вот мы уже 2 песни выложили, завтра еще одну сделаем, в пятницу будем дальше, поэтому планов очень много. И, в общем-то, желаю всем оставаться вдохновленными музыкой, красотой и слушать побольше действительно вот таких произведений, которые даже в такой момент, вот сейчас вроде бы и солнца нет, и погода, и карантин, но я вот просто когда играю, я сейчас сяду еще к окну и буду слушать. Просто включить это и смотреть на горизонт, этого абсолютно достаточно для того, чтобы себя почувствовать полноценно, в полноте, успокоить, так сказать, свой разум, мозг, и вот с этой музыкой побыть некоторое время, 2-3 раза их прокрутить. Рейнберт де Лью я вам могу посоветовать, потому что часто это вот так вот играется. Тоже красиво, конечно. Тоже красиво звучит, но вот с моей точки зрения медленно и как вот он и грустно, это скорее вот так вот все-таки. И, конечно же, Дебюсси потрясающе оркестровал эти гимнопедии, просто невероятно. Это вот наберите Дебюсси гимнопедии и фортепианную версию это послушайте. Дорогие друзья, большое всем спасибо за внимание, я искренне рад всех приветствовать и всех видеть. До скорой встречи послезавтра со страстями по Иоанну. Всем пока.